Статистика в СССР, как известно, знала все. Количество швейных машинок, балерин, дворников и кинорежиссеров. Единственное, что она не знала, это сколько в стране стульев и памятников Ленину. По некоторым данным, их число на территории страны достигает порядка 7 тысяч разных форм и размеров. Один из них установлен в Якутске, и вот уже почти год он находится на реставрации. Как приводят в порядок символ эпохи, узнавал мой коллега Петр Васильев. Один из главных монументов города установили в 1967 году после многолетних изучений возможности установки памятника таких размеров в условиях вечной мерзлоты. Проверяли на прочность постамент, отслеживали вертикальность конструкции. И, как показало время, такой подход архитекторов дал свои плоды. К ремонту памятника приступили только спустя более полувека. Ленина сняли с постамента и отправили на двухэтапный ремонт только в июле 22 года. Здесь были работы по полному демонтажу всех конструкций существующих, в том числе старого фундамента объекта. По текущий день у нас полностью заменен фундамент, насваянный, новый, залиты, выполнено устройство железобетонных конструкций. Это вот плиты, железобетонные балки. И сейчас вот идет за нами бетонирование постамента железобетонного, на котором будет в дальнейшем установлен сам памятник. Еще один важный этап ремонта – это облицовка. Постаменты трибуны памятника покрыты гранитом. Его решили сохранить в изначальном виде. Однако при демонтаже часть плит получила повреждения. Сейчас одна из важнейших задач – вернуть этому элементу историю первозданный вид с помощью шлифовки. Полировка гранита – процесс крайне долгий, кропотливый и требующий особого внимания. Ну и, безусловно, для него нужны несколько важных составляющих. Вот это полировальная машина, напор воды и полировочные диски. Важно отметить, что сам постамент памятника вместе с облицовкой является культурным наследием республики. На гранитных плитах даже сохранились инициалы авторов памятника. Архитектор Стручков и скульптор Миловиднов. В среднем на одну плиту у нас где-то уходит, наверное, 1,5–2 часа подполировать. Потом мы делаем фаски. Все плиты пронумерованы, поэтому нам нужно не нарушить баланс. Сам же бронзовый лич после полувекового бдения за городом сегодня буквально отдыхает, чтобы в ближайшее время снова вернуться на постамент. Многотонная 6-метровая статуя была сварена из разных частей. Для того, чтобы ее подлатать и устранить дефекты, скульптуру пришлось расположить горизонтально. Памятник Владимиру Ленину – это на основной площади. Поэтому такой очень мощный центр притяжения. Поэтому, когда даже его не стало, это сразу в обществе возникли вопросы. Чтобы памятник наш стоял как можно дольше, наверное, через лет 15-20 обязательно надо еще раз тонировать, чтобы вот эти все различные дефекты от погодных наших условий снова покрывать. И этим мы, в общем-то, продляли бы памятник, потому что эта работа такая серьезная. Почти 60 лет памятник Ленину простоял на главной площади в столице республики. Безусловно, со временем и под влиянием погоды он местами начал давать трещины. Для проведения сварочных работ памятник специально поместили вот в такое горизонтальное положение. По их завершению его поднимут, проведут полировку и вернут этот символ истории к октябрю на законное место. Петр Васильев, Джулстан Иннокентьев, Якутск.